Привет, друзья! Пока Орловский вежливо ставит на место клавиатурных бойцов, пока DC отмечает свой 39-й день рождения, и пока Хабиб готовится к бою с Тони Фергюсоном, в мире смешанных единоборств резко заговорили о рестлинге. Давайте разбираться, что к чему. А перед началом подпишитесь на канал, кто еще не подписан, и не ленитесь ставить лайки. Это помогает продвигать видео в топе. А теперь мы начинаем. Поехали! Ставки на спорт! 1xBet! Большие выигрыши! 1xBet! Быстрые выплаты! 1xBet! Надежный букмекер! 1xBet! 1xBet! Букмекерская компания. Вслед за Рондой Роузи о рестлинге заговорила и Пейдж Ван Зант, а о Коноре Макгрегоре, которого, по всей видимости, в WWE очень ждут, говорят уже даже топовые рестлеры. Так, на днях один из самых популярных действующих рестлеров, Джон Сина, очень лестно высказался об ирландце. Конор Макгрегор фантастически проявил бы себя в WWE. Черт, да он бы лишил меня работы, рассказал Сина. Он понимает развлекательный аспект спорта, и я думаю, что он понимает это лучше, чем кто-либо другой. То, как он раскручивал бой против Флойда Мейвезера, это то, что мы делаем. Он справился с этим так же хорошо, как и мы, или даже лучше. Надеюсь, что однажды, если ты слышишь меня, ты перейдешь в WWE. Он был бы фантастической суперзвездой, сказал Джон Сина. UFC действительно может приехать в Россию. Об этом все чаще говорят западные СМИ. В UFC заявили, что по-прежнему намерены провести турнир в России в 2018-м. Пока нет определенных планов на вторую половину текущего года. Нам необходимо найти местного партнера, который знаком с рынком и может взаимодействовать с ключевыми фигурами в том или ином регионе. Мы настроены на то, чтобы провести турнир UFC в России в 2018 году, но пока нет ничего конкретного. UFC высоко оценивает перспективы проведения турнира в России, сказал вице-президент UFC Дэвид Шоу в интервью MMA Junkie. Похоже, что Флойд Мейвезер задумал что-то серьезное. У Флойда уже есть стрип-клуб, теперь он хочет футбольный. На днях боксер рассказал о готовности инвестировать в Ньюкасл. «Я люблю Ньюкасл. В этом городе люди умеют праздновать так, как никто в мире. В прошлом году я познакомился с некоторыми игроками, они хорошие ребята. Я всегда ищу новые возможности для бизнеса. Я люблю все виды спорта, но при инвестировании думаю головой, а не сердцем. Инвестиции по зову сердца – самый быстрый способ потерять деньги. Я инвестирую только тогда, когда кто-то предложит бизнес-план, мои люди изучат его и скажут, можно ли на нем заработать. Возможно, футбол не мой вид спорта, но у меня есть связи везде. С Криштиану Роналду мы уже давно дружим, и он мог бы даже завершить карьеру в Ньюкасле», — сказал Мейвезер-младший. А вот что касается Мейвезера в ММА, об этом очень удачно, как мне кажется, высказался экс-чемпион UFC в легчайшей весовой категории Доминик Круз. Боец говорит, если ему повезет, имеется в виду Флойду Мейвезеру, то за 8 месяцев он сможет научиться защищаться от тейкдаунов. А если Флойд научится защищаться от тейкдаунов с любым бойцом UFC, то у него есть шанс на победу, говорит Круз. Отмечу, что некоторые казино Лас-Вегаса уже принимают ставки на бой Конора и Флойда по правилам ММА, и фаворитом является ирландец. Как говорит Хабиб Нурмагомедов, Конор для него не так важен, и единственный, кто остался на его пути, это Тони Фергюсон, у которого 10 побед подряд. И 7 апреля мы с вами узнаем, кто действительно большой босс в легком весе. И несмотря на активную подготовку, у Хабиба хватает времени еще и рассказывать о некоторых бойцах. На днях Нурмагомедов высказался о Кевине Ли. Он хочет быть сильным, но у него очень маленькое сердце. Между вторым и третьим раундом его боя с Тони Фергюсоном можно взглянуть на его лицо и все понять. Лицо никогда не врет. Когда Фергюсон говорил «Это моя ночь», его глаза, по его лицу было видно, что он согласен, сказал Хабиб. Кевина Ли явно не порадовал этот ответ, и он напомнил о том, как Нурмагомедов снялся с боя против Фергюсона из-за ухудшения состояния здоровья во время сгонки веса. «Я вышел на бой и сделал вес, несмотря на инфекцию. Ты подписываешь контракты, но все равно находишь способ съехать с боя, как сучка. Уйди отсюда», — говорит Кевин Ли. Такими были последние новости смешанных единоборств. Подписывайтесь на канал, чтобы всегда быть в курсе, и не поленитесь поставить лайк. Спасибо и до скорого!